С большим уважением отнеслись к сопернику, который 2 игры обыграл, лидер чемпионата «Шахтер», и Гордей сыграл. Ну, Славия показывает хорошую игру, хорошую очень команду. Нам не всегда импонирует. Вот. В данной игре важна была победа. Я недоволен игрой своей команды. Она сыграла плохо, но мы вышли в следующую стадию. И то, как играл Славия, 10-ром, в общем-то, не чувствовалось, кто играет в большинстве, кто играет в меньшинстве. Поэтому, бывают такие моменты в жизни, бывают такие вещи, что самое главное – это результат. Поэтому мы выиграли, поэтому свою команду я поздравляю с выходом в следующий этап Кубка. А Славе желаю всего хорошего. На самом деле здесь работают хорошие люди, хороший тренерский штаб, хорошее руководство, которые знают, что, как делать и двигаться дальше. Спасибо. Переходим к вопросам. Евгений, пожалуйста. Игорь Николаевич, вы сказали, что здесь работают хорошие люди, значит, можно сказать, что остались у вас хорошие воспоминания о возрастном футболе? У меня о Мозере и о тех годах, которые здесь я играл, не только хорошие воспоминания. И о городе, и о людях, и о команде. Здесь все, вообще все прекрасно. Вот я когда в 2005 году покинул Мозырь, да, вы знаете, когда я вот сюда возвращаюсь, мне кажется, как будто я не уезжал. Ну, еще, если позволите вопрос, вы сказали, что не очень довольны, как сыграла ваша команда. Мне вам по Игорю Ковалевичу, каким он должен быть, какой футбол должен играть в идеале? Вы знаете, идет сейчас накопление, конец чемпионата, но в принципе, так как может играть моя команда, но она хорошо играет, имея преимущество, но они не должны были допускать то, что как бы у Славии были моменты, благодаря Курганскому, то, что он сделал несколько сейвов, играя 11-10, как бы, я же говорю, преимущество, там что-то контролировали, но они сыграли просто неправильно. Может, какие-то там есть, кто-то в сборную, кто-то уже, не знаю, кто-то имеет контракты уже с другими клубами. То есть здесь надо находить какие-то мотивационные моменты. Так, конечно, мы должны были доводить игру без нервозности, без таких вещей, которые происходили на поле. Ну, пока так. Спасибо большое. Спасибо. Игорь Николаевич, с победой поздравляем. Скажите, пожалуйста, тот факт, что Нюман проводил 3-й матч за 8 дней, в том числе в среду со Слонием, и все эти матчи 3 в гостях, давал преимущество сопернику? Вы знаете, когда команда из себя что-то представляет или хочет представлять, то, наверное, по большому счету ей все равно, где играть, или дома, или на выезде. Вот сегодняшней игрой я, конечно, недоволен. А так, где играть, если они что-то хотят, что-то, чего-то добиться, то, по большому счету, вся сила в их головах, в их ногах и так далее и тому подобное. То есть мы не делим матчи на домашние и на выездные. Сегодня мы сыграли плохо. Игорь Николаевич, а чем конкретно вы недовольны? Я недоволен, как команда довела матч, который складывался, что было удаление, играть 1,5 тайма 11-10, и Славия какие-то моменты имела. Еще раз говорю, благодаря Курганскому мы не пропустили, там в 90 минуте забили. Такая команда, которая она должна доводить до победы спокойно. Очень много было ошибок, очень много было неправильных решений. Поэтому, конечно, мы разберемся, посмотрим и так далее и тому подобное. Я говорю, что, может, есть какое-то наслоение конца чемпионата и так далее и тому подобное. Так. Пожалуйста. Игорь Николаевич, гол Жуковского ударом парашютом, это что здесь больше, высокое исполнительское мастерство, либо ошибка вратаря? У нас не так много осталось в чемпионате мастеров, которые могут исполнить. Жуковский относится к их числу. Поэтому, конечно, человек, который может с полуэпизода выжить момент.
У него высокое очень исполнительское мастерство. А там уже, как я со стороны, надо посмотреть, может, у меня ошибка мастерства, но я думаю, что он это делает все зряче. Он мастер высокого уровня, 36 лет уже. Игорь Николаевич, в 10 матчах чемпионата Жан-Мари По за нем он ни разу не забил, а в 2 кубковых матчах это его уже 3-й гол. Получается, кубок это его турнир, можно сказать. Я, вы знаете, сторонник, как в школе. Набрали 1 сентября класс и выпустили. Я не сторонник делать ни ротации, ни эти самые. Так вот у нас одно было приобретение, это Жан Пол. Вот. Поэтому, конечно, ему надо адаптироваться к команде. Он хороший игрок, хороший человек, хороший там и так далее. Вот. Поэтому ему еще надо адаптироваться, что игрок хорошего уровня. Леонид, какие вопросы, пожалуйста, еще? Игорь Николаевич, насколько сложно Ньюману было переключаться с чемпионата, с учетом того, что один из лидеров и претендуете на высокие места, тем более провести 2 подряд матча в Кубке? Вот это переключение. С учетом того, что концовка чемпионата. Вы знаете, Ньюману вообще ничего не сложно. Вообще ничего не сложно Ньюману. Есть люди, вот играет команда, и я как тренер, знаете, разные есть подходы, я им просто хочу не мешать. Поэтому им ничего не сложно. Одно мое слово в раздевалке мне стоит очень дорого. Поэтому Ньюману ничего не сложно. Если будет сложно, они за это ответят. А так ничего не сложно. Они все знают, как делать, как надо делать, как. Вот, поэтому тут самое главное не мешать, не говорить, я не претендую на выдающегося тренера, который там видит фишки и так далее. Самое главное владеть человеческими душами. Поэтому они все знают. Я зайду, и они все знают. Они все знают, все в их руках. Я еще раз сказал, когда раньше говорил, Ньюману могут не платить деньги до конца. Есть там проблемы какие-то, могут не платить. Но они будут сражаться. Они будут сражаться. Второй. Игорь Николаевич, почему в заявке на матч отсутствовали игроки основы Марущич, Забелин, Спекович? Они травмированы. У них были микротравмы. У нас все-таки я не хочу этого озвучивать, но мы, конечно, хотим бороться за медали. Мы за них поборемся, конечно, поборемся. И играть на 2 фронта, поэтому есть 22 человека, и дали другим людям, чтобы там. Здесь такая очень, очень тонкая ситуация. Но мы будем сражаться, и поверьте, Беларуси за нем никогда не будет стыдно, по крайней мере, при мне. Игорь Николаевич, кого бы он хотел получить соперники в четвертьфинале? Никого, нам все равно. Кто будет, тот и будет. Можно разделить игру на 2 разных отрезка. То есть в первом тайме, когда команды находились в разных условиях, где-то проводили старт, мы хотя немножко на другое рассчитывали, создавали моменты, в принципе не забили, команда соперника забила. Ну и, наверное, в первом тайме все-таки получше выглядел игрок. Во втором тайме, несмотря на удаление, в принципе перестроились, знали, что в любом случае будет шанс для того, чтобы забить гол, и он был у нас и не единожды. Очень грамотно, организованно оборонялись, с выходами, хорошими выходами в контратаку, но, к сожалению, не случилось то, что главное в футболе – это забить гол. Поэтому управляя команду соперника, которая, наверное, фантастический сезон выдает в этом году, с победой, с выходом на следующую стадию Кубка, а нам остается решать свои задачи турнирного характера в чемпионате. Спасибо. Переходим к вопросам. Валерий. Михаил Алексеевич, тот факт, что Ньюман проводил 3-й матч за 8 дней, в том числе в среду Кубок, давало ли преимущество Славе, если да, то почему не удалось воспользоваться? Наверное, как такового преимущества это ничего не дает. Понятно, что, наверное, у команды соперника больше, наверное, фон усталости присутствовал. Анализируя команду, мы видим, что она играет практически одним составом достаточно долгое время. Люди не железные, в принципе, они должны за это уставать. Поэтому здесь, если
можно назвать это преимуществом, то оно, наверное, какое-то было. А не удалось воспользоваться, я говорю, по простой причине, то, что из тех моментов, которые мы создавали, хороших голевых именно моментов, мы не смогли выжить максимум. Поэтому сегодня игра дается дальше, а мы, я говорю, решаем другие задачи. Спасибо, Евгений. Следующее изменение в составе по сравнению с матчем с Городей связано с травмой или те игроки, которые вышли сегодня, были лучше выглядели на тренировках? Ну, ротация здесь, я не скажу, что травмирован наш Чухлей, травмирован, в принципе, поэтому он их отпускал. А так, опять же, тут был сделан такой выбор, исходя из тренировочного процесса, поэтому я не думаю, что мы ошиблись выбором, в принципе, да, тех футболистов, которые были на футбольном поле. Хороший футбол, особенно говорю, очень порадовал второй тайм, поэтому здесь простая ротация. Вот тот же момент в Лондоне, когда вы имели преимущество 10 ровно, это команда шла в банк, либо команда, наоборот, почувствовала свою игру и вот заиграла так? Ну, никакой банк, потому что перед мы поговорили, что это правило футбола, как бы с какой командой ты не играешь, у тебя всегда будут моменты для того, чтобы забить гол. Надо было просто не лезть на рожон, то есть не раскрываться, потому что мы в меньшинстве, и ждать также своего шанса. Да? То есть мы его дождались, и ни единожды, к сожалению, просто не использовали. А так, та структура игры, которая держится уже, там, можно сказать, и Шахтером, и с Городей, и сегодня с Неманом, мне она очень нравится, поэтому все нормально. И последний мой вопрос. Пауза двухнедельная, как будет команда? Только тренировки, либо будут какие-то еще матчи? Играть, наверное, на данный момент я с кем-то планирую. Надо подготовиться, потому что у нас есть новички, которые, может быть, находятся не в оптимальной физической кондиции. У нас есть травмированные, которых надо восстановить. Поэтому в паузе займемся этим. Спасибо большое. Валерий. Михаил Васильевич, несмотря на то, что Славя большую часть матча играла в меньшинстве, до конца команда боролась, можно ли отнести к плюсу матча проявленные бойцовские качества? Конечно, это плюс, это огромный плюс, это здоровая конкуренция в команде, потому что каждый хочет действительно выходя на футбольное поле, отдать всего самого себя. Поэтому, да и в принципе, если вы заметили, там у нас все игры проходят так же, не всегда не складываются удачно в плане счета, но команда всегда бьется до конца. Михаил Васильевич, несмотря на то, что Семен Шестиловский сыграл немного сегодня, как оцениваете его дебют и был ли оправдан фол последней надежды? Фол он никоим образом не может быть оправдан, если это удаление. Да? Пускай бы соперник попытался еще забить футбол, там еще был вратарь. Да, был бы счет, наверное, не очень хороший, 2-0, да, то есть, но мы играли бы в равных составах, и еще было достаточно полтора тайма для того, чтобы исправить ситуацию. Тем более нам это очень часто удавалось. Поэтому здесь оценить его дебют я как положительно точно не могу, но это вот говорили за удаление еще и фол абсолютно не оправданный. Спасибо. Михаил Васильевич, показалось, что первая замена планировали сначала Томуника, а потом поменяли решение на Потапова. С чем это связано? Связано с тем, что, в принципе, небольшая такая, так можно выразиться, запара произошла. У нас удалили белоруса, вы знаете, по регламенту должно быть 5 белорусов на футбольном поле, поэтому тут чисто из-за этого, да, тренировался Потапов, но пока разбирались, поэтому Потапов и вышел, чисто из-за этого. Спасибо. Михаил Васильевич, из пришедших летом Славе новичков, Павлючик, Лупов, Шестиловский, тоже Барсуков, видно, что команда добавила в атлетизме. Была ли это одна из целей, это трансферного окна, чтобы добавить физической мощи в какой-то мере? Что касается антропометрии, то мы на самом деле, наверное, одна из самых близких команд в лиге, но при этом не играющих, да. Такой цели не ставилось, но опять-таки же мы берем футболистов после определенного просмотра, и то, что они обладают такими качествами, для нас это только плюс. То, что и показывает, в принципе, уже меньше проигранных единоборств при стандартных положениях. Поэтому здесь только в плюс могу положить. Легкие последние числа. Михаил Васильевич, можно ли говорить о том, что с учетом прихода группы новобранцев сейчас у Славы повысилась конкуренция? Естественно, конечно.
Ну, команда это живой организм, где всегда там должна быть, так скажем, живая кровь, новая кровь и открываться. Потому что кто-то выдерживает конкуренцию, кто-то не выдерживает конкуренцию. Тут всегда ищутся новые сочетания, здесь не может быть одного такого. Поэтому, естественно, конкуренция повысилась. Виктор Мудрак после этого матча отправится в сборную Молдавии. Ну да, у нас и Шевченко, Маркевич, Мудрак делегируется с нашего клуба в сборную. Последний вопрос. Вопрос такой, немножко не по-игрейски можно. Вот не жалеете ли о том, что отпустили Ануфриева после ухода в ФК Минск, он стал много добиваться? Ну это здорово, я очень рад за Сашу. Ну, наверное, произошла перезагрузка, то, что мы с ним разговаривали. К сожалению, здесь жалеть, нет, почему жалеть? Нельзя жалеть, уже сделано. Тут, наоборот, можно порадоваться за человека, где перезагрузил свою карьеру, и сейчас достаточно много забивает, то есть, поэтому человек получил серьезную травму у нас, пока восстанавливался, не получал игровую практику. Было принято решение в таком плане, я рад за Сашу.